Хоккеисты сборной Туркменистана оттачивают броски и тактические схемы. Здесь, в Национальном олимпийском дворце спорта, они тренируются трижды в неделю. На льду по-зимнему холодно, в то время как снаружи очень тепло. Но это не смущает спортсменов. Они надевают 15 килограмм амуниции и выходят на лед. У команды есть ровно 60 минут, чтобы довести тактику до автоматизма. Совсем скоро ей предстоит сменить привычный климат на океанский бриз Кейптауна. Там с 13 по 19 апреля Международная федерация по хоккею на льду проведет чемпионат мира. Туркменская сборная выступит в 3-м дивизионе. Тренер не верит в долгие тренировки, он верит в работу на полную силу. На сегодняшний день моя концепция как тренера – это максимальная интенсивность на тренировках. На уровне сборной, где играют мастеровитые парни, нет смысла проводить тренировки по 3 часа. Наша тренировка длится около 40-60 минут, но это работа на пределе. Мы быстро проходим разминку и переходим к отработке тактических схем и игровых взаимодействий. На этом турнире, конечно же, у нас задача стоит выйти во 2-й дивизион. Состав сборной сформирован из лучших игроков 5 ведомственных клубов страны. В ее копилке золото зимней Азиады в Японии в 2017 и чемпионата мира в Сараево в 2018. Есть и серебряные и бронзовые медали мировых первенств. В команде нет никаких легионеров и приглашенных звезд. Тренерский штаб принципиально делает ставку на своих воспитанников. У нас играют только выпускники туркменской школы хоккея. Мы ведь едем за результатом. У нас есть всего пара дней, чтобы привыкнуть к африканскому льду. А еще нам предстоит преодолеть долгий путь к мысу Доброй Надежды. Там мы уже бывали, в 2023-м взяли серебро. Обидно проиграли тогда Тайваню, но в этот раз все будет по-другому. Маршрут предстоит долгий. Из Ашхабада в Стамбул, оттуда в Кейптаун. Более 10 тысяч километров. В общей сложности перелет в ЮАР займет примерно сутки. Чтобы хоккеисты не поплыли после смены полушарий, тренер будет строго контролировать их водный баланс. А специальный график сна в первые 48 часов после прилета даст хоккеистам обмануть биологические часы.